Программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Ильдар Салимгареев, заведующий отделением гастрохирургии РКБ имени Куватова, заслуженный врач и обладатель премии «Золотой скальпель». Ильдар Зуфарович, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с получением премии престижной «Золотой скальпель». Вы провели уникальную операцию. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чем суть вот этого хирургического вмешательства? Суть вмешательства заключается в реконструкции желчных протоков, желчеводящих протоков при осложненном течении желчнокаменной болезни. Когда к протокам высоко подшита была нами петля тонкой кишки, вследствие того, что сами желчеводящие протоки были поражены воспалительным процессом при, как я сказал, при осложненном течении желчнокаменной болезни. Как вы оцениваете эту премию? Она означает, что мою работу моих коллег высоко оценили в нашем хирургическом сообществе. Ильдар Зуфарович, насколько распространены сегодня болезни у пациентов, которые к вам попадают, как раз, и что этому способствует? К нам пациенты обычно поступают уже с осложненным течением, и такому осложненному течению способствует несвоевременное обращение за плановой медицинской помощью, как в районы, так и к нам, несвоевременное обращение пациентов. Какие первые симптомы желчнокаменных болезней? В большинстве случаев боли в правом подреберье, может быть тошнота, горечь во рту, боли в виде колики. Когда уже появляются осложнения могут проявляться механической желтухой, когда пациент уже желтеет, или повышением температуры. Какие методики современные вы используете и какие новые, может быть, методики сейчас появляются? Современные методики в лечении желчнокаменной болезни, осложненной желчнокаменной болезни, это предоперационное дренирование желчных протоков, рентгенхирургическое дренирование. Это в случае возникновения механической желтухи, когда конкременты из желчного пузыря выпадают в желчеводящий проток в холедах, блокируют его, пациент желтеет. И в ряде случаев, когда уровень билирубина, уровень желтухи становится слишком большой, и операция уже представляет риск, большая операция, открытая операция, риск для пациента в виде возникновения осложнений, мы дренируем протоки под рентген-контролем. Также в ряде случаев при наличии условий выполняем эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию, то есть во время фиброгастродуоденоскопии проводится рассечение большого дуоденального сосочка нашими эндоскопистами, и блокирующий конкремент низводится в 12-перстную кишку. Это очень сложные медицинские термины, а если проще объяснить, все-таки большинство наших телезрителей, они когда проще объясняют, Ильдар Зуфарович? Проще мы ликвидируем желтуху, ликвидируем осложнения малоинвазивными путями. Или через ФГДС, то есть щадящими, то есть или через рот, или через кожу малоинвазивно с помощью рентген-хирургов. То есть дренируем и лечим осложнения. А потом уже после купирования осложнений приступаем к лечению, ко второму, к третьему этапу лечения в виде холецистэктомии, в ряде случаев холедохолектомии, наложение внутренних анастомозов, соустий.
так Ну, далее. это очень опять далее. Сложные термины, да, большинству людей они будут непонятны. Ильдар Зуфарович, насколько распространено это заболевание, да, и кто больше всего подвержен, действительно ли только пожилые, ну вот люди старшего возраста? Более подвержены это женщины. Мужчины у нас гораздо реже в отделении лежат. Но хотя, если поступают мужчины, они поступают с более тяжелым течением. То есть мужчины не умеют болеть желчнокаменной болезнью, так как женщины, например, не умеют язвенной болезнью болеть. А с чем это связано? В чем особенности? В особенности то, что у женщин чаще в гормональном фоне, в беременности. Допустим, много пациентов, женщин молодых поступает во время беременности. Какие профилактические меры вы считаете эффективными? В какой-то мере и несоблюдение диеты, несвоевременный прием пищи, нерациональный прием пищи. С начала этого года только по линии гастрохирургии по санавиации в Башкортостане принято около 200 пациентов в РКБ. Да? Вот это все удалось сделать, несмотря на то, что пандемия коронавируса все еще продолжается. Вот как выстроена эта работа? Работа выстроена таким образом, что пациенты с осложненным течением, ну, не только желчнокаменной болезни, с язвенной болезнью часто, с опухолями, к сожалению, поступают в центральные районные больницы. Из центральных районных больниц врачи, видя такое течение заболевания, созваниваются с нами по линии санавиации. И мы принимаем уже решение или сразу об эвакуации пациентов, в случае, например, явно протекающей механической желтухи, или в ряде случаев при остром процессе, например, при деструктивном холецистите с механической желтухой, при перитоните, при язвенном кровотечении, при опухолевом кровотечении специалист выезжает по линии санавиации и проводит операцию по месту жительства, то есть центральной районной больницы с последующей при необходимости эвакуацией в республиканскую больницу. Как вы оцениваете такие возможности здравоохранения Башкортостана, когда вот есть возможность с помощью санавиации помочь пациенту, и для сохранения жизни это хороший шанс? Помощь в итоге приближается к каждому пациенту в Башкирии. То есть не только к тем пациентам, которые расположены в крупных городах, близко к большим больницам, но и к тем пациентам, которые живут в самых дальних районах. Этим пациентам все равно оказывается высокотехнологичная, специализированная помощь специалистами нашей больницы. Все медики второй год уже работают в условиях пандемии коронавируса. Вот какую картину изнутри видите вы? Сложности есть. Нужно сказать, что здравоохранение, помощь населению не останавливалась, хирургическая помощь не останавливалась, экстренная, плановая, высокотехнологичная помощь также проводилась. Там были, конечно, особенности. На данный момент, само собой, в связи с проводимой вакцинацией становится проще для пациентов, проще для врачей. Случаев вспышек в отделениях коронавируса оно уже уменьшается, становятся спорадическими. Но это благодаря проводимой вакцинации. Угу. И последний вопрос. Ваши рекомендации для того, чтобы исключить желчекаменные болезни, да, и чтобы не стать пациентом отделения гастрохирургии? Рекомендации прислушиваться к своему организму. Каким образом?
То есть, как я уже называл, если появляются тяжесть, боли в правом подреберье, в животе, в любом районе есть, в любой больнице УЗИ, провести УЗИ. При выявлении конкрементов обратиться к хирургу, то есть это хирургическое заболевание, желчнокаменная болезнь. И при отсутствии абсолютных противопоказаний своевременно выполнить оперативное лечение, холецистэктомию. Мы пожелаем всем здоровья нашим телезрителям. Спасибо большое, Ильдар Зуфарович. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем был Ильдар Салимгареев, заведующий отделением гастрохирургии РКБ имени Куватова, заслуженный врач и обладатель премии «Золотой скальпель». Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.